Бро, смешно, смешно. Всем привет, меня зовут Алексей, это Юля, моя жена. Мне 26 лет, работаю тренером. Меня зовут Юля, я жена Алексея, мне 25 лет, я фрилансер, пеку тортики, десерты на заказ. У нас нет обручальных колец, потому что мы сдали их в чистку, на самом деле. Вот. Ты боялась, что... Меня осудят, да? Почему они без обручальных колец? Нет, 3-й год. Да не. Да в смысле? Такое ощущение, как будто всю жизнь, если честно, вообще. Но года 3, да? Да. 3 года. Ну вот как свои 10 пальцев, 5 пальцев говорят, да? Как свои 5 пальцев. Да, мне тоже кажется, что мы все знаем друг про друга. Это очная ставка муж и жена. Сегодня мы проверим, насколько хорошо они знают друг друга. Бери что-нибудь покушать и поехали. Если я сегодня выиграю, Леша снимет в сторис, как он танцует танец Абу Бандита под музыку обязательно, зальет сторис и никак не будет это комментировать. А ты знаешь, что сделаешь? Ты будешь танцевать брейк-данс. Прямо здесь, в студии. Репетировать можно хотя бы перед тем, как записать? Нет, это должна быть импровизация от сердца, с душой брейк-данс. Достойно приму это наказание. Танцуй самый крутой брейк-данс. Да по-любому выиграть вашей надо жизни. тогда. Я бы не хотел танцевать эту херню. Давай лучше пальчиком. Не-не-не. Тут, знаешь, как бы в одном случае из 5 я только побеждаю, да? А тут дело случая, так что... И раз, два, три. Раз, два, три. Я начну. Пожалуйста. Ты не против, да? Я не понял смысл игры, ну ладно. О себе, любимый. До шоу гости ответили на вопросы, на которые мы уже знаем ответы. Знает ли ответ человек напротив? Когда я впервые испытал оргазм? О боже, в 16 лет, наверное. Ну в смысле, типа, мастурбация считается за оргазм? Ну да, ты же что-то испытываешь, наверное. Я знаю, что Леша лишился девственности в 18 лет. Ой, в 16 лет. Там, ну это, да, явно был оргазм. Не факт. Не факт. А если мастурбация тоже считается, то, наверное, лет в 11. Не, ну, когда первый раз это самое, да? А когда? Ну, в детстве, да? А когда? Блин, ну хз, вообще, если честно. Лет там, ну, в 10, да? В 11. Когда мы там начинаем этим всем заниматься. Давай промежуток 10 до 12, да? Ну, где-то так. Но ты почти угадала. 1-0. Все понятно. С кем был мой первый поцелуй? А ты не знаешь, не знаешь. Блин. Но если Но с учесть, мальчиком, начнем с того, что с мальчиком. Хотя... тебя ничего не скроется. Блин, просто с девочкой ты же тоже целовалась. Просто если учесть, что в случае проигрыша я буду танцевать брейк-данс, то я не буду тебе подсказывать. Блин, я не знаю, с кем она целовалась. Когда ты там в подъездах бухала в этом, в 17-м квартале? 13? 15? Ну или в Бестяхе у себя. Сегодня этот праздник, день унижения жены, да, опять? Я проснулся и выбрал унижение жены. Давай скажем 15. Это было, наверное, в классе в 6-м. Там был соседский мальчик такой вот. Мне нравился, его звали Виталя. Потом, когда я увидела его, я училась, наверное, в институте, и я подумала, боже, какой ужас, с кем я целовалась впервые. Да, ёптать, в смысле? Я уже вспоминаю, как там делать. Вспоминаю, как будто делал, да? Ты его прям сама поцеловала. Это было вообще ужасно, я думала, что он челюсть мою. Я что-то вообще мимо попал. Ты можешь уже смотреть мастер-классы, как танцевать, как Абу Бандит. Какого цвета были мои трусы в нашу первую ночь? Ты сам-то помнишь? Конечно помню. Нет, я не помню. Там вариантов-то немного, как бы, да? Я помню все существующие трусы у Лёши. Это были или желтые Calvin Klein, или Их уже нет, белые Томми. Их тоже нет. Хотя, по-моему, ты купил их уже потом. Это были... Да ты цвет просто назови, зачем перечислять все эти. Это были третьи. Больше нет. Каждый день стираю. Ладно, я думаю... цвет. Нет, я думаю, что это были черные. Я не знаю, я не помню, честно. Ну, ты подумай, ты вспомни. Блин, мне тогда не до твоих трусов было. Немного-то прошло, да? 3 года всего. Можно подумать, ты помнишь, какого цвета у меня были. Красное. Ладно. Короче, я думаю, это были серые. Вот, все, серые. Я сам не помню. Да, какие? Черные, наверное. Черные трусы были.
По-любому. Вряд ли там какие-то, да? Леопардовые, разноцветные, розовые. Черные были. Леша, нет, так нельзя. Ты специально... Ну, конечно, блядь, я не хочу здесь танцевать эту херню, понимаешь? Еще в сторис закидывать. Ладно, 2-1, да? 2-1, да. Я готов. В чем я была одета на первом свидании? Тебе была кожаная куртка черная, рубашка в клетку, черные обтягивающие джинсы и ботинки черные. Я была в красной рубашке в клеточку, я была в ботинках грубых, черных, и была в джинсах скини с завышенной талией. Леша по-любому не запомнил. Ну и кожаная куртка на мне была, он может это еще запомнить. Ты серьезно, что ли? Леша, капец. У меня же память такая. Понимаешь? 2-2. Я думала, ты кроме куртки вообще ничего не Зачем я так вспомнил. сделал? Ну ладно. Короче, еще так сделал. Который уже Боже, спрашивал. опасишь. Чем готова танцевать брейк-данс? Я бы не танцевал. Да, танцевал. Из-за чего я больше всего комплексую. Вообще, в принципе, Леша человек не закомплексованный, достаточно уверенный в себе. Но я знаю, что он сейчас переживает из-за того, что у него проблемы с кожей, потому что он Я вообще не переживаю. потратил много денег на косметолога и лечение, и ничего не изменилось. Я думаю, наверное, вот из-за чего он переживает. Ну, вряд ли это, можно сказать, комплексует, скорее всего, ну, просто переживает. А это к чему тут у нас психологическая беседа, да? Блин, ну, не знаю, сложно сказать. Сказать, что я человек без комплексов нельзя, потому что у нас у всех комплексы есть. Но я, если честно, ребята, в этом не копался, поэтому сложно ответить. Кожа меня смущает, да? Вот это вот вся фигня. Вот это меня смущает, да. Я не скажу, что я комплексую из-за этого, но это меня порядком расстраивает, бывает. Встаешь, смотришь на себя, думаешь, что с тобой, парень? У нас будет ничья. А что, реально? Будем вдвоем танцевать. По очереди. Нет, Я здесь, а ты... под песню «Абу бандита» я буду танцевать брейк-данс. Вот так брейк-данс танцуется, по-твоему? так Я же. думал, как черепаха на спине, там, знаешь, потом выходит такая. По сути, у меня сейчас стала кожа хуже, чем была до этого, до косметолога. Ну, конечно, я переживаю. Что за херня? Реально. На себя смотришь и думаешь. Ну все, я очень сильно комплексую, да? Поехали дальше. 3-2. Как ты угадала? Какой у меня размер груди и ноги? Первый и 38-й. 3-3. Да? Черт. Мне кажется, что это даже вот звучит некорректно, что Леша не сможет ответить, потому что у меня минус первый размер груди. Ну серьезно, я даже до первого не дотягиваю. А ноги у меня 39-й. 38,5, если быть точнее. Нет. Не, но в отдельные дни. Даже в отдельные дни у меня не дотягивает грудь до первого размера. Давайте будем правде в глаза смотреть. Ну, как я должен был сказать? Нулевой? Она Я здесь. же говорила, что он Ну, меня я- поддержит. И такой, вот. Ну, в смысле... А что, не пялишься, реально? Нет. Поступок, за который мне стыдно. Прям очень стыдно. Я знаю. Но если это не то, о чем я думаю, наверное, я сейчас своего мужа немножко позорю, да? Ты готов? Да, позорь. Чё? Ну вот, я знаю, что один раз Леша напился спирта на своем дне рождения, залез в машину к своему соседу. Да? Мне за это не стыдно. Вот ты какой, да. Не, вообще-то стыдно, но я об этом почему-то не вспомнил, когда меня ребята спрашивали. Я решила просто рассказать все ситуации, в которые Где- Леша себя вел отвратительно, из-за которых могло быть И все стыдно. связаны с алкоголем, так что не пейте, ребята. За что тебе еще могло быть стыдно? Или тогда, когда А то я ты точно буду танцевать эту херню. напился на островах, а потом наблевал в комнате? Давай меня просто здесь же закопаем просто. А на надгробии напишем кринж. Алкаш. Погиб от унижения. Да. А давай еще один вспомню, где ты напился, да? Вот ты должна сейчас И так сказать. мы ехали, и мне ты спал на моих коленях, и мне пришлось открыть дверь микроавтобуса, чтобы ты туда повливал. Ну, может, это не с алкоголем? Подожди. Или когда ты пришел Конечно, на алкоголь. свидание с красивой девушкой в ботинках больших и уродских, и в рубашке с джемпером, нет? Ну, ты угадываешь, да? Ты уже говори ответ. Я знаю. Когда ты наблевал на кровать своего соседа. Да? Ты говори окончательный ответ. Я вообще никак реагировать не буду. Короче, я думаю, что когда Леша наблевал на кровать своего соседа в общаге и потом накрыл одеялом, чтобы никто не заметил.
Это мой ответ. Ну вот первое, что приходит в голову, короче, я как-то раз нажрался, учился за границей, короче, и я в одну ночь потерял, да, 100 тысяч рублей, может 120 тысяч рублей я потерял наличку, карточку, iPhone 3GS, мой любимый, блин, ну 2011 год, да, 3GS это же круто было. Ну вот мне было стыдно, капец, причем перед родителями в первую очередь, наверное, потому что, ну блин, они же постарались, да, для своего чада там все дать, а я такая свинья вот так вот поступил. Да, можно было вот эти 3 истории не рассказывать, да? Можно было промолчать, но это да. Чем я больше всего горжусь в жизни? Сын не считается. Наверное, за то, что ты за последний год ты себя нашла, за то, что ты нашла свое призвание. Ладно, нет, мимо, хорошо. А за что гордиться? За то, что ты эволюционировала? Просто, ну, она мне рассказывала, я вот, говорит, эволюционировала, например. Ну, то, что ты там бухала в подъездах, короче. Не, ну мне ж надо отыграться, ребята. Ну вот, бухала в подъездах, там, что только не делала. Потом, как ты говоришь, эволюционировала? Нет, да? Ну ладно, или ты специально не реагируешь. Скажи, что ты сидишь-то, ну, как бы, порассуждай. Прошло 2 часа. Ну, может, за меня? Нет. За родину еще скажи. Да за что ты гордишься? Чем тебе вообще гордиться в этой жизни? Ну, в смысле, ну реально, я и это перечислил, и это перечислил. Ты же знаешь, что я могу быть непредсказуемой. Может, я горжусь тем, что я сырники научилась готовить. Да, или кефиром поужинала вместо обычного ужина, да? Она хорошо хавает. Не, я не знаю, затрудняюсь ответить, это сложно. Я не знаю, вот серьезно. Ну, наверное, тем, что я баллотировалась в депутаты Якутской городской думы в 2018 году. Это было круто, потому что я очень много работы тогда проделала. Я со всеми лично сама встречалась, ходила по квартирам и клеила свои плакаты сама, все делала сама. А тем, что я перечислил, ты особо не этот, да? Ну, не знаю, но тогда-то мне пришлось над собой конкретно поработать. Ну ок. Верю, не верю. Гости должны угадать, какой факт правда, а какой вымысел. Мне пришлось бороться с вороной за мусор. С вороной Да. за мусор. Да. Просто ладно, если за мусор, который выкидываешь ты, да ладно, но зачем тебе другой мусор, да? Не, ну у тебя постоянно вот истории есть со всякими, там, не знаю, птицами, там. Прикинь, сегодня воробья видела, я такой, да? И вот он такой вот так вот сделай, вот так вот сделай, я такой... Постоянно с птицами какая-то движуха происходит, да? И то, что она пыталась там защитить свой мусор от вороны, в принципе, звучит как правда. Птичья личность. Так что я скажу... Верю. Я шла выкидывать мусор. Ну, я была маленькая, у меня наверное, лет 10-11 было. На меня напала ворона. Что там пытаться, короче, сделать? Ну, капец, как испугалась. Каким надо быть человеком, чтобы на тебя захотела ворона напасть? Я в детстве любил кушать вискас. Я думаю, что это правильный ответ, потому что... Правильный? Ну, в смысле, да, ты пробовал в детстве Ну, в вискас. смысле, веришь? Да, верю. Или не веришь? Верю. Да. Ну, я разный пробовал. Поэтому ты разрешил мне принести в дом 7 кошек одновременно. Один раз я так сильно смеялась, что меня стошнило на пол. Это правда? Верю, наверное. Да, конечно, верит. Я ему столько раз эту историю рассказывала. Я забыл, если честно. Ну, да, это, в принципе, похоже на правду. Я пила чай, и подруга меня... Это ее любимая история. Да, мой звездный час. Я такая, наконец-то настало время Да. рассказать мою любимую историю. Как я блеванула, когда угорала. Я пила чай, я так сильно смеялась, что подавилась, начала кашлять, и меня стошнило на пол. Вот. Это было эффектно. Думаешь, это было Это эффектно? было эффектно. Мой первый начальник, не буду говорить кто, до меня домогалась. Евросеть. Была твоя первая работа? То... Не знаю. Нет, я не верю. Почему? Потому что ты говорил, что в Евросети была там, ну, типа, властная женщина, и вряд ли она до тебя домогалась. Скорее всего, она думала, что ты СНГшник какой-нибудь. Это неправда, да, она права. Короче, сколько там? 7-4, да, уже? Еще раунды будут, да? Есть же вариант отыграться. Моя мама считала, что я наркоманка. Верю. Почему? Потому что помню, что она ее с ее старшим братом прям повела сдавать анализы. Она говорит, вы наркоманы, там туда-сюда. Да я бы тоже подумал, как бы. Да, это правильный ответ. Мама моя подумала один раз, что мы с братом наркоманы, и подняла нас в 7 утра, чтобы повезти в наркологичку, чтобы мы писали в банке, и нам прочитали лекцию о вреде наркотиков и показали детей в банках с формальдегидом. Сколько тебе лет было тогда? 14 или 15 лет. 17 квартал. Я танцевал якутские народные танцы на сцене театра. Да, верю. Наверное, маленький.
празднике Алёша танцевал, там какой-нибудь кружок ходил, якутских танцев. Ну да, это правда вообще на самом деле. Я была влюблена в школьного физрука. Не верю. Почему? Да я не помню такую историю. Не, ну ты могла бы и не рассказывать, конечно. Но не верю. Че, правда, что ли? Да, конечно, нет. Знаете, какой у меня был физрук, блин? Он, во-первых, с него уже песок сыпался. Простите, пожалуйста, ну правда. А во-вторых, он приходил, и от него пахло тройным одеколоном, потому что он пытался перебить запах. Чего? Ну, алкашки. И, то есть, тройной одеколон, он только, мне кажется, усугублял ситуацию. И он Мог бы оставить просто так приходить. алкашкой и тройным одеколоном. Ходил и призывал голосовать за единорос. Нет, не верю. Я не верю. Я же говорил. Отсядь, пожалуйста. Серьезно? Ты ходил... Да, за какого-то местного депутата в Москве, короче, мы раздавали листовки, чтобы деньги быстро заработать. Да, агитировал. Но это был там первый курс, второй, не помню. Где это было там? Как район назывался, забыл уже. Что, все? Все. Развод. 5 причин твоей любви. Участники назвали 5 пунктов, за что его могут любить. А как считает соперник, сейчас мы и узнаем. Блин, я просто ее люблю. Я даже не знаю, за что. Если вот За что я... ее можно любить, Да. в принципе. Как бы ты могла сказать про себя? Вот знаете, за что я люблю? Вот я заботливее человека не встречал. Вот она заботлива. И я вот за это ее люблю. Мне нравится, как она выглядит. Но имею в виду не просто, да, внешние там данные. Понятно, что она красивая. А в принципе, как она себя подает. Ну, стиль одежды туда. Вот это вот все. Она вкусно готовит. Очень. Она очень веселая. Ну, в плане, мы всегда смеемся. Нам всегда весело вместе. Я ж покраснела. Трудолюбивая тоже. Она всегда настроена, у нее прям установка, у нее на рост, короче, установка. И вот за это я ее капец как люблю. То есть она может, ну, за собой потащить, понимаете, она может замотивировать, может разжечь огонь и сама легко загорается. Того 5. Мне кажется, за то, что я вкусно готовлю. Леша очень любит поесть. Вкусно поесть, много поесть. Я всегда готовлю много и вкусно. А вторая, наверное, потому что я очень неорганизованная, неуклюжая. Я все время что-то теряю, ломаю. А Леша, он, наоборот, человек такой организованный всегда, ответственный. И мне кажется, вот я дополняю его. У меня, скорее всего, хорошее чувство юмора, потому что Леша всегда смеется над моими шутками, даже если они стрёмные. Я создаю дома очень уютную атмосферу, и мой муж очень любит домой приходить, поэтому, мне кажется, и, ну, за искренность, наверное. О, блин, ты серьезно, что ли? Всего 2. Прям. Давай, твоя очередь. Его ответственность. Вот есть люди с пониженной социальной ответственностью, не будем говорить, кого так называют. А есть люди, вот Леша, он человек с повышенной социальной ответственностью. Он все делает очень ответственно. Он всегда читает все инструкции. Он всегда все кладет на место. У него все четко и по расписанию. Очень внимательный. Он всегда слышит, что я ему говорю. И он всегда запоминает. Очень внимательно к этому относится. Вот, я думаю, внимательность. Третье. Наверное, что Леша такой вот галантный кавалер. Он всегда очень красиво за мной ухаживает. То есть он открывает мне двери, закрывает двери за мной. Там, стульчик мне пододвигает, шубку накинет, ножки кремом намажет. Да? Купит мне масочки для лица. Я люблю Лешу за то, что он такой вот уверенный в себе мужчина, альфа-самец. 5. За то, что он добрый, он самый добрый человек. Он разрешает мне тащить домой животных, которых я беру на передержку. Вот он меня не ругает, хотя я все время все ломаю и теряю, и он покупает новые шапки, варежки, и он терпеливо убирает какахи за всеми моими животными, которые я притащила домой. Что она меня любит? За то, что я внимательный, за то, что я заботливый. Любвеобильный. Бабки на карту я кидаю каждый день. Трудолюбивый, наверное. Я вот на месте не сижу никогда. Постоянно чем-то занимаюсь. У вас ничья. А бабки на карту, думала, это Подожди, забота. а мы ничью, кстати, не обговаривали. У нас еще такого не было. Давай Нам еще ты бумажек просто пойдет. как мужчина достойно примешь Станцуешь, да? поражение, станцуешь танец, а Буба Вот бандит. это вообще вот это мимо, да. У нас ничья. У нас ничья. Все, всем спасибо, ребят, за внимание. Было классно поучаствовать снова. Я не помню, когда я последний раз смеялась так много. Да, теперь похавать надо. Да? Хорошая идея. Да. А вообще, ребят, Подписчики, вот так, да? заходите на наш аккаунт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и мы ждем ваших комментов. Комментарий. Что? Да я нормально сказал.
Как вам такой формат, друзья? Стоит ли нам продолжать его делать? Пиши в комментариях свое мнение. Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик. Спасибо за просмотр.